последнее время футбол Кыргызстана радует нас отличными новостями. Это опять же выступление нашей национальной сборной в матчах, в отборочных раундах Кубка Азии, а также выступление наших местных клубов Кубка АФК. Но тем не менее женский футбол Кыргызстана тоже очень богат новостями. И в сегодняшней программе мы будем вести беседу именно об этом. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Арена», в студии я, Ардий Тимирланов. И у нас в гостях особенные люди, особенные гости, представители женского футбола Кыргызстана. Итак, у нас в гостях Маталиева Гульбара Осмоновна, главный тренер женской национальной сборной и вице-президент женской футбольной лиги, а также заслуженный тренер Кыргызской республики. Здравствуйте. А также у нас Акайбалиева Мирим, администратор национальной сборной и менеджер женской футбольной лиги. Здравствуйте. И наш, так скажем, наша звезда женского футбола Борумбекова Айджана, игрок национальной сборной Ю-17. Так, здравствуйте, уважаемые гости. Давайте сразу же перейдем к нашей беседе. Хотелось бы сразу же затронуть тему о сборах, которые вы недавно провели в преддверии товарищеского матча с Казахстаном. Хотелось бы именно поточнее узнать цели и задачи сбора, как проходила комплектация, как проходила селекционная работа и как вы оцениваете результат сборов и матча, которые прошли в Казахстане. Ну, мы там были неделю. Девочки, те, которые участвовали в этих сборах, они уже, как бы, как говорят у нас, на карандаше. Многие из них уже были в поездке в Миами, отыгрывали отборочные игры за Ю-19. Поэтому к ним прибавились девочки 14-15 лет, 5-6 человек. Думаю, сборы были удачные, был просмотр, было 2 товарищеские игры. Поэтому, как бы, это начало пути к отборочным играм на следующий год. Отлично. Вот хотелось бы поподробнее узнать именно о матче со сборной Казахстана Ю-17, который завершился, к сожалению, не на счет 2-1, но какой опыт извлекли вы лично и команда в целом, в принципе? Ну, эта игра получилась отдельно от сборов. Мы приехали туда за день до игры. Игра состоялась на базе в горах, выше Алматы. Немножко мы не угадали с погодой. Мы знали, что будет дождь, но не могли предусмотреть, что дождь будет со снегом. Было очень холодно, немножко подвела нас как бы одежда. У нас не было тоненьких шапочек и так далее. Немножко мы замерзли там. Хотя Казахстан сделал со своей стороны все. Они нам предоставили чай, теплую раздевалку и так далее и тому подобное. Но, как говорится, погода внесла свои коррективы, и нам не повезло. 2 мяча мы чистых не забили. 1 штрафной, который заработали девочки, тоже получился мимо ворот. И поэтому, но, как бы, игрой я довольна. Проявили девчонки характер, проявили девочки, как бы, целеустремленность. Каждая, которая сыграла, показала, на что она способна. Не считая того, что сборная Казахстана 2 недели уже на этой базе, они тренировались, готовились, и после нашей игры они уехали на турнир, по-моему, Кубок солидарности. На Кубок солидарности. Кубок солидарности. Отлично. Вот целью многих товарищеских матчей в футболе является именно ротация в составе, какие-то эксперименты. Какие эксперименты вы лично проявили? Девочки, те, которые у нас, по девочкам, которым по 15 лет, но как бы они своими физическими данными, способностями готовы играть за Ю-17, и на следующий год они будут даже за Ю-19. Мы этими играми проверяли их. То есть проверка физических качеств, проверка, как они могут, как психологически, как они готовы к игре. По-моему, все выступили достойно. Я даже сама не ожидала, что будет такой эффект. То есть вы довольны результатом? Да, девочки проявили себя просто, можно сказать, с хорошей стороны. Отлично. Хотелось бы узнать в возрасте игроков сборной Казахстана Ю-17. Там играли наши ровесницы. Ровесницы. Да, 2000, 2001, 2002 год рождения. 3 года как бы они сливаются в одну сборную, и все лучшие там. Лучший 2000 год – это как бы основа. Девочкам, которым сейчас 17 лет, это основа. И лучшие девочки, которым 16 и даже 15 лет, входят в эту сборную. Отлично. Перейдем к нашему второму вопросу. Скажите, Мирим, вот ранее вы недавно затрагивали тему о том, что происходит реформа внутри федерации, в частности в женском футболе. Хотелось бы поподробнее узнать, что за реформа, на что они направлены и каковы вообще цели и задачи этих реформ.
Ну, наверное, вы знаете, что ранее у нас был администратор. То есть была такая позиция администратора женского футбола. Этот администратор сидел в департаменте проведения соревнований именно в федерации. То есть был рабочий день с утра до вечера. А сейчас федерация, в принципе, не только в женском футболе, но и в целом идут такие вот некие изменения именно структурные. В чем это проявляется? В том, что детско-юношеский футбол у нас отделяется в отдельную ассоциацию. И точно так же женский футбол, он у нас сейчас на стадии регистрации, будет отдельная ассоциация женского футбола. Отдельно. Но будет также являться как бы под федерацией футбола, то есть это будет ее структура подразделения. Почему? Потому что все связи с ФИФА, АФК, они все равно идут через федерацию. Потому что напрямую мы с ними контактировать и вести какие-то переговоры мы не можем. Ага. Вот. Почему? Потому что ФИФА, АФК призывают только Федерацию футбола страны. И само собой, что все, что касается международных турниров, отборочных, это будет проходить только через федерацию. Ну, для чего это делается? Может быть, наверное, все-таки для того, чтобы дать... мы побольше так надеемся. свободы. Да, больше свободы, во-первых. Во-вторых, наверное, все-таки, чтобы какие-то решения принимались быстрее. То есть самостоятельно, да, чтобы самостоятельно. Конечно же, мы будем подотчетны, как финансово, так и, допустим, деятельность под федерацией, но это ассоциация, в которой будет президент, будет административный сотрудник, и все будет, я надеюсь, по крайней мере, что это будет совершаться все быстрее намного. Ну и я думаю, что, как вы сами сказали, больше свободы, и мы надеемся, как вот мы и ранее до этого с вами поговорили, до начала передачи, что, наверное, все мы говорим о том, чтобы развивать женский футбол. Но вот все были единогласны за то, что для начала нужно популяризировать его. Для чего? Для того, чтобы везде знали о том, что у нас есть женский футбол. Я думаю, что одна вы из тоже... главных проблем нашего женского футбола. Популяризация, какие-то, допустим, рекламу делать для того, чтобы девочки знали. Девочки знали, а потом, я думаю, что когда будет именно человеческий ресурс, у Гульбаров Осмонова будет выбор, да, девочек, чтобы с региона вызывать, да. Вот мы надеемся, по крайней мере, вот с этого года попробовать. Отлично. И хотелось бы уточнить, то есть женская ассоциация футбола Кыргызстана будет еще отдельным юридическим лицом. То есть у нее будут все уставные свои документы, это будет общественное объединение. Своя личная структура внутри. Да. То есть со всем руководителем, президентом, допустим, административным сотрудником, который будет непосредственно заниматься всеми техническими, административными вопросами. Но количество уже будет не такое, как в федерации. То есть федерация, если больше 30 сотрудников, то, само собой, в ассоциации, тем более женского футбола, я думаю, что 2-3 человек хватит. К тому же у нас есть вот такой ресурс, как все тренера, которые всем нам помогут. В принципе, вот. Ага. И когда же закончится я думаю, реструктуризация? что дней 10, мы надеемся, 2 недели. Почему? Потому что все-таки регистрация юридического лица через, сами понимаете, через госучреждение. Вот. Нужно будет немножко подождать. И я думаю, что где-то не через 10-2 недели, в принципе, оно уже будет готово. Можно будет это какие-то кадровые проблемы не возникали? То есть, Нет, в принципе, особо не возникали. Я думаю, что президент... Ранее как-то я работала в федерации, затем какое-то время меня не было в федерации. И в то время у нас пришла, да, как все знаете, Бирмет Тулюганова. Она сейчас у нас станет президентом ассоциации. Человек очень социально активный. Мы надеемся, что все-таки у него получится. И, наверное, таким человеком, который будет именно административными, бумажными, всеми делами заниматься, это буду я. И вот Гульбар Осмонова у нас всегда под боком. Отлично. В принципе, да, двигатель. Дружной семьей. Локомотив. Перейдем к нашему игроку, к нашей звезде будущей. Айдана, скажи, вот сколько ты уже играешь в футбол профессионально? 3 года. 3 года? Да. А кто тебя все-таки привел в мир футбола? Не поверите. Мой папа. Папа, отец, отлично. За руку привел прям. А вот все-таки вот хотелось бы узнать о твоих первых эмоциях. Все-таки, как правило, да, считается, что футбол это как бы сугубо мужской спорт, но как показывает практика и мировая практика, это, в принципе, очень демократичный вид спорта, в который играет все слои населения. Вот как отнеслись твои знакомые, друзья, родственники, когда ты заиграла профессионально в футбол? Они сказали: молодец, дальше развивайся, играй, не бросай этот вид спорта. Я люблю этот вид спорта. Можно сказать, футбол — это король любого спорта. Спорт номер один. Номер один.
Да, я полностью согласен с тобой. И хотелось бы узнать, вот, не бывает ли тебе тяжело во время тренировок? Все-таки многие думают, что футболисты это те спортсмены, которые ну, просто бегают с мячом и все. Но как мы знаем, как мы, так сказать, наблюдаем, вообще футбол очень такой энергозатратный вид спорта. И мне интересно, вот как девушке, тебе не тяжело? Ну, бывает, смотря какая тренировка. Ага, то есть... Вот, хотелось бы узнать побольше, вот сколько раз в день тренируетесь? В неделю 3-4 раза. 3-4 раза. А бывают двухразовые тренировки Да, в день? в сборах, во время сборов. Во время сборов. Да. Мгм. Отлично. Уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что у нас во время эфира работает горячая линия по номеру 65 66 39, по которому вы можете дозвониться и задать свой вопрос. А также у нас действует своя страничка в Фейсбуке, по которому вы тоже можете написать свой вопрос. Мы в обязательном порядке озвучим этот вопрос у нас в эфире. Вот мы затронули тему игр товарищеских. Хотелось бы все-таки узнать, например, если будем проводить параллели, аналогию с нашей мужской национальной сборной и женской, скажем, у Александра Крестинина есть большой, ну, более-менее большой выбор, чем в женском футболе. То есть там как минимум 100 игроков, из которых можно выбрать. А с какой проблемой вы сталкиваетесь, когда проводите сбор, когда проводите селекцию, когда отбираете кандидатов? То есть у нас как таковых очень мало клубов женских, плюс еще на стадии развития. Ну, в основном у нас сборная, национальная сборная идет это с Бишкека и с Чуйской области. Также и Сыкульская, Джалабатская, Ожская область. Там есть команды, которые принимают участие в чемпионате Кыргызской республики, где мы ведем просмотр, где мы смотрим, отбираем более перспективных, талантливых игроков, вызываем их на сборы, и уже как бы там солнце всем светит одинаково. И смотрим, кто из них себя проявляет и попадает в национальную сборную. Вы правы, что выбор у нас не очень большой, не очень широк, поэтому у нас как бы тяжеловато с этим. Но девочки, все, которые играют за национальную сборную, я думаю, они достойны, они знают, что они едут на любые соревнования, куда нас вызывают, они защищают честь страны. И когда играет гимн на большом стадионе, это, как все девочки говорят, это мурашки по коже, и они бьются до конца, от свистка до свистка. А у вас бывали такие моменты вот при формировании сборной, то есть не хватает именно тех игроков, которые именно вам нужны именно на каких-то позициях проблемных, да, скажем, центрального защитника, потому что все-таки, опять же, очень мало кандидатов, потом еще придется с этим материалом, говоря футбольным термином, работать еще. Хотелось бы вот поподробнее об этом узнать. Ну, вы в какие-то тренерские дебри уже залезли, можно так сказать. Но все проблемы надо решать. И такие проблемы тоже всплывают. И всплывают проблемы, что у нас нету чистых нападающих. Чистых нападающих. Да, у нас нету реализации мячей. Но это проблема всего кыргызского футбола. Да, даже вот не даст нам соврать. Вот Айджана рядом сидит. Мы недавно играли Кафу в Узбекистане. Были позиции, выход 1 на 1 не забивали. Но это где-то не хватает мастерства, где-то не хватает психологической подготовки, где-то не хватает, самое главное, у нас игр не хватает. У нас все игры состоят в чемпионате Кыргызской республики. Мы мало выезжаем, мало играем товарищеские игры, мало турниров. И поэтому от нехватки опыта, игрового и международного игрового опыта, бывают вот такие у нас проблемы. И вот у меня такой вопрос к вам. Вот скажите, можете ли вы отметить ту грань, как тренер в женском футболе, где проходит... То есть мы, например, в мужском футболе мы знаем, если игрок играет в профессиональном клубе, то есть он профессионал, да, то есть он заигран в профессиональном футболе. А где такая грань в женском футболе? Как можно узнать? И только после того, как ее вызывают в национальную сборную или по каким-то другим критериям? Нет, тут, знаете как, в футболе вообще нету профессионал или любитель. Человек, который выходит на футбольное поле, он играет. Он играет от сердца, он играет от души, он играет, ну, даже можно сказать, если так, как может, показывать все, что он умеет. А уже тренерская работа – помочь, доработать, показать, направить, дать больше здесь, меньше там, показать и раскрыть его индивидуальность. А деньги, я думаю, это как бы дело наживное. Но нету у нас пока профессиональных клубов в Кыргызстане, нету денег для женского футбола. Ну,
Все так начинали. Тем Даже не та менее. же Германия, та, которая у нас чемпионки, играют как бы во всех высших дивизионах. Они тоже в свое время начинали, у них ничего не было. Это сейчас у них там за 15 клубов, это сейчас у них там хороший чемпионат, это у них сейчас полные стадионы, полные трибуны, и девочки достойные. Можно сказать, они профессионально играют, они считают футбол своей профессией. Пока у нас любители. Но мы идем к этому. Стремимся. Стремимся, идем. Отлично. Вот хотелось бы узнать у Мирим. Мирим, скажите, вот идут ли шаги для создания профессиональной женской лиги по футболу, чтобы у нас была своя, так сказать, лига женская по футболу, чемпионат свой профессиональный, как минимум там с 6 командами. И в какое время мы можем это увидеть вообще? Ну, смотрите, вы имеете в виду, у нас чемпионат есть. Есть. То есть, если вы имеете чемпионат страны, Кыргызской республики, он у нас есть. 7 да. команд. У нас, единственное, если говорить о лиге, допустим, мужской, да, у нас везде клубы там. А женской лиги сейчас пока нет. Почему? Потому что у нас существует только один клуб женский, это Абдышата. Но у нас команды, которые участвуют в чемпионате, это команды, которые выставляет каждая область. Каждая область. У нас есть женская команда, которая представляет область, кроме Нарына и Баткена. Баткен у нас в том году выставил Ю-14 девочек. Да. У нас было 12 команд при проведении чемпионата Ю-14. Это уже результат. Да, это большой конечно, результат. наверное, все-таки хочется, чтобы было побольше клубов, но вы все-таки, зная отношение мужчин, скажем так, к женскому футболу, хотелось бы, по правде говоря, хотелось бы, чтобы была конкуренция. Вот, той же самой Абдышаты, да. Может быть, те же самые, допустим, крупные клубы, если бы они имели при себе, кроме мужского, еще и женский клуб. Но это все, мы надеемся, что в будущем будем об этом думать и мечтать, да? Казахстан уже как бы... Это у них, по-моему, обязали. На следующий год их обязали. По регламенту. Высшая лига должна иметь женскую команду. Но у нас пока еще к этому мы не пришли, поэтому... А так, в принципе, если говорить о полноценном чемпионате, то он есть. Он у нас проходит в двух... Как бы, и немножко извиняюсь за то, что, может быть, я что-то не так скажу, Гульбаросова, да, учитывая мое отсутствие. Но чемпионат проходит в 2 возраста. Он у нас проходит строго, в теплое время все-таки, с мая по сентябрь. Проходит он не только в Бишкеке. Даже по ноябрь, да, это в зависимости от того, чтобы слишком большого такого, слишком маленького, допустим, не было, маленькой дистанции между ними. Это, как правило, Ош, Бишкек, Каракол, Талас. То есть все-таки хочется проводить вне Бишкека, хотя бы для того, чтобы вот когда приезжаешь, все равно это чемпионат, все равно вокруг все видят, что приехали девочки, что там они будут делать. Давайте посмотрим, как это будет хотя бы выглядеть, и уже из интереса все туда придут. Хочется постоянно выезжать. Иногда, допустим, вот бывает в ноябре, когда финальные туры идут, допустим, тот же самый Ош, Джалабат, им тяжело ввиду именно каких-то погодных условий, дорога, перевал. Поэтому стараешься не затягивать чемпионат до конца октября. Почему? Потому что там уже выпадает снег, идут дожди, немножко тоже за девочек переживаешь. Вот. Я думаю, что в этом году мы вот с мая начнем. Мы вас пригласим, приходите на наш чемпионат. Я вам хочу сказать, что у нас чемпионат Кыргызской республики уже будет в этом году 12-й. 12-й. 12 лет. 12 лет у нас чемпионат. Просто видите как уровень чемпионата и малочисленность. Вот да, мы потихоньку растем. Как бы хорошо, что когда нам тяжело, мы все равно остаемся в обоими, играем сколько есть команд. Но в этом году, я думаю, мы уже, благодаря, если вот открылась ассоциация, мы уже будем сами смотреть, как проводить, что проводить, лучше для девочек делать, чтобы чемпионат был интереснее, шире. Ну и, конечно, к вам тоже огромные просьбы, огромное желание или пожелание к вам. Вот мы сейчас даже перед началом эфира смотрели как бы вставки, заставки, да, мы всегда показываем Реал, там лучших игроков мира и таких, и всяких. Ну почему бы не показать наших красивых девочек? Наш чемпионат, пускай какой он есть, но он наш родной. Мы должны свои лица, своих героев, мы должны видеть их. У нас никто не знает, кто у нас, например, лучшая футболистка Кыргызстана. Кто у нас на чемпионате, например, пускай он будет у нас маленький, пускай он будет как бы начало. Кто у нас бомбардир?
Да. кто больше всех голов забил. И любая спортивная программа, любая спортивная должна быть в ставке нашими лицами. Нашими девочками, нашими спортсменами. Кого? Штангистами, борцами, гимнастами, легкоатлетами, но нашими. Давайте уже оставим вот этих мировых звезд в покое. По-моему, им наша реклама не нужна. Реклама нужна нашим кыргызским спортсменам. Ну, в этом плане в обязательном порядке мы будем вести работу. Да и думаю, вообще, чтобы... Я думаю, я сейчас выражу наше общее мнение, если скажу, что независимо журналисты или представители женской ассоциации, мы все должны поработать над тем, чтобы о женском футболе узнали, чтобы он развивался. Да, и да. каждый Видите, должен нести немножко свою лепту. Спасибо. Все-таки, наверное, здесь большую роль играет как раз-таки реклама. Да, информационная СМИ, часть, да, СМИ, Информационная часть, она у пропаганда. нас немножко, может, хромала. Да. Сейчас мы надеемся, что побольше... Пускай это будут, допустим, с любых мероприятий. Пускай даже будет не чемпионат, а просто фотографии, допустим, да, биография девочек, какая-то персональная информация. Для того, чтобы хотя бы они сами, им самим будет приятно, родителям будет приятно. Ну и само собой, что я думаю, что это очень интересно видеть красивую еще девушку стимул для в самих красивой спортсменов, одежде. да. Конечно, потому что это все-таки, это их родня, это их родители. Ну и посмотреть на красивую футболистку, которая действительно стоит чего-то, и в футбольной форме, экипировке, скажем так, это необычно. Поэтому, немножко переломив, тут есть такое тоже, конечно, мнение, что, и вот я знаю, да, знакомые говорят, а что там девочки ходят, за одним мячом бегают, еще и в коротких шортах. Ну вот немножко перебороть, может быть, этот барьер, все-таки, чтобы знали о том, что это девочки, это футболистки, это спорт, это здоровый образ жизни. То есть вот с этой точки зрения, я думаю, что нужно подходить к родителям. Тут же проблема все-таки, наверное, еще в родителях. Если даже девочка хочет, как правило, это южные регионы, да, Гульбур Османовна, когда все-таки немножко, чуть-чуть там прихрамывает вот эта вот часть. И я думаю, что вот мы, когда у нас было мероприятие, вот вчерашнее последнее, мы все-таки говорили о том, что, может быть, женский футбол, его стоит позиционировать как все-таки борьба, допустим, там, права девочек, права женщин, борьба, там, я не знаю, за здоровый образ жизни, чтобы не курили, не пили, вели здоровый образ жизни. Вот с такого русла давайте хотя бы преподносить футбол. А потом уже, когда будет аудитория, там, я думаю, что и выбрать можно будет, потому что ведь девочка ходит, но она же не знает, а может быть, у нее есть скрытый талант. Да. Вот, Но у нас и увидит. но у нас вот как бы команды, я не скажу такие сильные, или такой у нас прям чемпионат сильный, но в каждой команде есть звездочка, поверьте мне. И такая звездочка, на которую даже мужчины смотрят, говорят, как она играет, что девочка только делает. Мы в прошлом году играли чемпионат Ю-14 в Караколе, и Джалабад привез команду, и там была девочка Роза. Она младше всех была на 3 года. Но она играла в основе. Я вам скажу, она чудеса творила. 11 лет, если 11 лет она играла с 14-летними девочками. Она ни физически им не уступала. Она не уступала ни в каких игровых моментах. Ну, просто мы все тренера собирались и смотрели. Вот такие таланты, как вот Роза. Самородки, да? Да, самородки. И вот их надо сохранить. Их надо сохранить, чтобы они в будущем, потом они нам сделали национальную. Уже Ю-14, Ю-16, Ю-19, потом они ушли в национальную сборную. Тогда национальная сборная у нас будет очень хорошая. Поэтому вот... Полностью с вами солидарен. Итак, уважаемые гости, давайте вместе с вами прервемся на некоторое время. У нас есть ролик, посвященный нашей звезде женского футбола Айдане Утарбаева, которая недавно подписала контракт с российским клубом, с «Торпедой» из Ижевска. И через буквально некоторое время с вами обратно вернемся к нашей беседе. Далеко от своих телекранов не отходим, уважаемые телезрители. Буквально через некоторое время мы с вами снова встретимся в прямом эфире. Так, она подписалась, тебе нужно на просмотр.
Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Арена». Мы продолжаем беседу о женском футболе Кыргызстана. Также напоминаем, уважаемые телезрители, что у нас действует горячая линия по номеру 65-66-39, по которому вы можете дозвониться и задать свои вопросы в прямом эфире. Итак, вопросы. Хотелось бы спросить про Айжану. Айжана, скажи, твоя позиция нападающей. Как обозначила Гульбар Усмоновна, нападающий — это как бы очень такая проблемная позиция для футбола Кыргызстана в целом, в принципе, не только женского футбола. Вот в какие моменты тебе тяжело играть? Не было ли у тебя желания сменить позицию, скажем, в полузащиту, может, вингером, может, в защиту уйти? В Узбекистане я играла в нападении. К сожалению, первая игра с Ираном, у меня был момент, и у меня не получилось реализовать. Момент, да. И после этого мне уже как бы не хочется там играть. Хочется в полузащите, то есть в центре. В центре? Да. В центре у меня не хватает физики. Чтобы бороться за мяч. Да. А остальное, я думаю, все нормально. То есть и скорость, и техника, в принципе, позволяет. Отлично. А вот скажи, самый такой красивый матч, который тебе запомнился вот прям в твоей карьере, такой самый матч в твоей карьере важный? Я думаю, с Палестиной. С Палестиной? Да. Отборочный раунд в Мьянме. Мы их выиграли 6-0. 6-0? Да. Камень на камне не оставили, я так понимаю. Этот матч был как бы... Они играли в такой же уровне, как и мы, но мы их выиграли 6-0. Это самый лучший матч. И сколько голов ты в этом матче забил? К сожалению, я не забил. Но отдала несколько голевых передач. Лучший ассистент матча. Это тоже очень классно. Причем, как говорится, забить может, в принципе, каждый, но вот отдать точный пас очень трудно. Игрок, да. Не каждый даст такой пас. Итак, вот и хотелось еще такой момент спросить. Мне вот очень интересно, во время тренировки тренер вас ругает? У вас есть какие-то послабления? Можно я выйду на 5 минут, она скажет? Все-таки нам интересно, телезрителям, думаю, тоже очень интересно узнать именно закулисные моменты. То есть у вас есть какие-то поблажки, если что-то делаете не так, вас очень сильно ругают? Или... Говори правду. Во время тренировок, да, все тренера ругают, а после они самые лучшие. То есть дисциплина железная во время тренировки? Да. Но мы бывает нарушаем, да. Ну, без этого тоже никуда, как говорится, все мы люди. Гульбар Усмоновна, скажите, вот вы являетесь тренером сборной на нескольких уровнях, то есть U17, U14, именно это та категория, в котором, во-первых, девушки, да и вообще мальчики тоже очень эмоциональны, то есть это все-таки нужен особый подход. И хотелось бы обозначить эту проблему именно в молодежных сборных. С какими проблемами вы лично сталкиваетесь как тренер? Ой, даже как бы говорить даже страшно. Девочки растут, у них становится характер, у каждой свой. Девочки сами есть по себе такие капризные, есть такие. Ну, приходится как-то где-то ругать, где-то погладить. Вы знаете, есть разные характеры. У меня в команде много типов есть. Есть такие игроки, которых нужно просто перед матчем ругать. Просто ругать, кричать. Неважно, совершил ошибку, нет. Грушу трясти, да. Есть девочки, которым надо подойти и, например, да ты самая хорошая, ты самая лучшая, у тебя все получится. И, я не знаю, у нее крылья растут. Есть девочки, которым надо вообще как бы игнор поймать, не поворачиваться к ним. Все, она сама себя накручивает. Так, мне ничего не сказали, значит, что-то не так. Да, значит, команде я не нужна, и она как бы начинает. Поэтому это как бы все... Тренер должен каждого игрока знать от и до. Знать и как живет он, и с кем живет, как он учится, что он любит, что он не любит. Ну и, как Айжана сказала, что он может выкинуть.
Особенно, когда вне матча, после матча, там, какие у него, как говорится, преднамерения похулиганить. У нас есть девочки, которые вовремя сотки не сдают, например. Мы во время сборов даем им сотовые телефоны на 2-3 часа, чтобы они могли позвонить, узнать новости, пообщаться и сдавать. Потому что как бы больше сон, больше внимания, больше теории и так далее. У нас есть девочки, которые так, в 10 часов сдать сотки, все, в 10:10 нету, в 10:15 нету. Смотрим, по коридору бежит самое последнее. Гульбара Осмоновна, я время потеряла, пожалуйста, вам сотку. Вот такие какие-то маленькие каузы. Есть девочки, которые любят сладкое, которым запрещено. Есть девочки, которые не любят сладкое, но у них есть оно. И, в общем, как-то там, у них свои там всякие терки, они друг друга защищают, они друг друга прикрывают. Это все знаем, это все видим. Когда наказываем, когда не наказываем. Поэтому с ними интересно работать. Все это происходит в дружественной атмосфере. Это будущие девушки, это будущие женщины, это будущие мамы. Поэтому каждая из них, каждая по-своему интересна. С каждым ребенком. У меня уже, наверное, сейчас Ю-17, я не знаю, наверное, 10-е или 7-е поколение уже растет. Когда с ними сильно тяжело, когда они не слушаются, бывают такие переломные моменты. У меня есть команда маленьких девочек. Вот когда с ними понервничаешь, поругаешься с ними, уже вот на грани стоишь. Приходят маленькие девочки, начинаешь с ними работать, расслабляешься. Вот там такие звездочки приходят. Они смотрят тебе в глазки, улыбаются и начинают какие-то вопросы задавать. Как-то отвлекаешься и начинаешь остывать. Потом на следующий день приходят они, опять начинаешь с ними спокойно работать. Как-то так. Отлично. Как говорится, кнут и пряник. Да, точно. Есть такой кнут и пряник. Скажите, пожалуйста, Мирим, а как ведется работа и какие планы у ассоциации женской, вот именно в плане кадров, то есть именно тренеры женские, то есть я так думаю, у нас острая нехватка профессиональных тренеров, а также арбитров. Я знаю, что у нас есть школа арбитров при федерации, там есть и девушки, я даже с некоторыми лично знаком. И как ведется работа в этом направлении? То есть вот вы говорите, у нас есть чемпионат, у нас будет еще лучший чемпионат, но для этого нужно, чтобы были и хорошие тренеры, хорошие судьи. Да, вопрос тренерства, он, в принципе, такой острый, наверное, Борис не даст соврать. Вот как он был, и вот сейчас также, в принципе, идет. Но, конечно же, вот все, что сейчас мы имеем, это тренер, который есть в каждом регионе. Наверное, все-таки концентрация больше, она у нас в Бишкеке, Почуйской области. Почему? Потому что у них и доступ все-таки ко всем есть ресурсам. И если есть какие-то мероприятия, турниры, чемпионаты, то им дешевле, им быстрее приехать. И они как такового опыта больше набираются. Проблема стоит, да, такая вот острая именно области, потому что у нас есть тренеры, которые тренируют и мужскую команду, и в придачу еще и женскую тренируют. То есть они могут сегодня приехать на женский чемпионат, через 3 дня приехать с мальчиками. Извините, что перебил, а это не будет сказываться на качестве игры? Все-таки тренер, он должен быть целиком принадлежать одному клубу или одной команде, чтобы вот полностью от А до Я провести сложную работу. Здесь, ну, во-первых, еще кадры, во-вторых, все-таки это финансирование, это дополнительный тренер, и ведь все-таки в настоящее время, сами понимаете, что нужно платить человеку ежемесячную зарплату, нужно будет его девочек содержать, постоянное финансирование. Поэтому сейчас у нас частенько такое практикуется именно в области, то, что есть тренер, он тренер и мальчиков, он тренер и девочек. Вот он приезжает на чемпионаты с девочками. Да, я думаю, что все-таки, конечно же, почему качество чемпионата хромает? Почему? Потому что недостаточно. В основном, вот у нас единственная женщина-тренер, вот Гульбара Осмоновна, и вот молодые тренеры, которые у нас в Бишкеке есть. Да. Остальные... Бывшие воспитанницы, кстати, это члены сборной национальной. Да. Остальные тренеры у нас, получается, мужчины. И вот они приезжают иногда и говорят... Вот я просто вижу, как они разговаривают с девочками, но они же не понимают. Все-таки, как Гульбара Осмоновна сказала, девочки, они немножко другие, они мальчики. В эмоциональном, психологическом плане. На мальчиков плане, можно накричать, но они поймут. Они, может быть, немножко это здесь услышат, здесь у них это все выйдет. А девочки более эмоциональные, они немножко, им нужен подход другой. И вот стоит мужчина, который только что буквально, скажем так, с мальчиками потренировался, вышел с тренировок, пришел к девочкам на тренировки. И вот эта вот эмоциональная совместимость, она тоже, мне кажется, да, Гульбара Осмоновна играет очень немаловажную роль. Почему? Потому что возраст.
а от мала до велика. Это вот тот возраст, когда бывает же у девочек переходный возраст, когда все интересно, все кипит. И, ну и у девочек проблемы, и вы знаете как, не каждая девочка подойдет к мужчине и скажет о своих проблемах или попросит совета. Поэтому в любой команде мы не против тренеров мужчин, они нужны. Во всех высших дивизионах, командах мира есть тренера мужчины. И национальных сборных, да. Но у них ассистенты всегда женщины. Или женщина старший тренер, у нее мужчина-помощник. Если мужчина старший тренер, у него женщина-помощник. Без женщины в женской команде просто нельзя. Ну, у нас еще менталитет, видите, да, все-таки немножко, что подойти сказать, вот у меня болит там нога, живот, голова. Мужчина может и не понять все-таки этого. И принять как-то за слабость, да? Да, и сказать, ну, он может или просто минимум, что он может сказать, проигнорировать или сказать, ну, как-то вот лекарство, все. То есть, а с девочкой, может быть, стоило поговорить, что ты, может быть, у нее что-то серьезное, а сказать-то она не может. То есть, ну, мало ли, да, физиология у девочек и мальчиков у нас разная. Поэтому вот эта вот проблема. Тренеры у нас есть, конечно же, как вы говорите, их профессионализм. У нас достаточно много федераций проводит тренерских курсов. Обучают. Есть у нас вот тренеры, которые имеют там лицензию С, Б, там, категорию международного? И ведется ли работа в этом направлении? Потому что все-таки придет тот момент, когда наша сборная женская по-любому выстрелит. То есть и в этом плане нам нужен тренер, который имеет лицензию профессиональную. То есть, нет, ну, конечно же, вопрос времени. То есть. Все наши тренеры имеют категорию без этого. А как без этого тренировать-то? Вот. Вопрос стоит в другом, в том, что, мне кажется, все-таки для того, чтобы нарабатывать, вот это мое сугубо личное все-таки мнение, что чтобы нарабатывать, у тебя должна быть команда, у тебя должны быть игры, у тебя должны быть возможности, где себя реализовывать и девочек реализовывать. Конечно же, вот изначально приходят молодые ребята, которые хотят учиться, да, вот вы говорили, что у нас есть и курсы. Вот самые первые приходят, начинают азы, а потом создают свою команду, начинают играть, где-то выставляют свои команды, участвуют в чемпионате. Вот все-таки я думаю, что это вот основная проблема, конечно же, тренерство. Тренер, именно регионы, стоит очень большой акцент сделать. Почему? Потому что все-таки чемпионат составляет большую часть этой области. Бишкек-Чуй, конечно же, хорошо, 3-4 команды у нас, они есть постоянные, но без областей нам, в принципе, никуда. И, я думаю, что вот эти вот проблемы, которые мы выше указали, в принципе, они самые основные есть. Поэтому пока что вот так оно и есть. И вот, может быть, нужно именно какую-то привлекательность женского футбола показать, чтобы в регионах, да, условно, тренеры тоже пришли, чтобы было интересно, что вот я могу сделать, набрать группу. Потому что вот, сами представьте, вы пришли, стали тренером, вам дали 15 девочек, и вот попробуйте их тренировать. И что с ними вообще делать, да, потом? И как с ними, куда, как, и что это, как выстраивать свою работу. Если даже вы с этой задачей справитесь, что дальше с ними делать? То есть... Куда ехать играть, где взять деньги, как их одеть, как их обуть, как их накормить. Такой нету вот вертикали, я бы сказал, власти, да, если даже вот, есть. Если Но будет почему же? У нас есть, вот смотрите, есть федерация, да, и у федерации есть свои представительства в областях. Региональные федерации футбола, скажем так. Есть директор региональной федерации, есть его зам, есть тренерский штаб. Вертикаль есть, но вся проблема... Функционирование. Функционирование, плюс... Вот, все-таки я вот чаще всего сталкиваюсь только с финансами. Вот разговариваешь с региональным директором, он говорит, вот вы знаете, я бы с удовольствием отправил. Вот я ищу деньги. Мы им, допустим, регионам высылаем календарь на следующий год, вот они просят прямо в декабре вот этого года. Если, допустим, на 2018 мы будем делать, они захотят в 2017 в декабре. Для того, чтобы с начала года, когда идет, допустим, бюджет, да, закладывают, у губернатора, у акима, они же будут ходить и как-то, допустим, просить эти деньги, писать, да, и таким вот образом. Поэтому в конце года должны заложить о том, что будет какая-то поездка. Вот именно спортотдел скажет, а какими это, или полпредства, вот они должны заложить. И вот таким образом это все происходит. Почему? Потому что все-таки пока еще региональные федерации, они не вышли на самофинансирование. То есть им тяжело. Их тоже можно понять. Почему? Потому что они и мальчиков же выставляют. Они выставляют, стараются, по крайней мере, во всех возрастах. И должны еще и девочек выставлять. Поэтому им тоже нужно сказать спасибо. Почему? Потому что они сами ищут средства, чтобы приехать, уехать. Да? Финансы, главный... Финансы
проблема, главная проблема, да? Да, я думаю, что все-таки были бы финансы и у тренеров, может быть, и был бы другой стимул. А так они и за мальчиков берутся, и за девочек. То есть девочек, они уже столько лет с ними приезжают, тренируют, они тоже, у них какая-то, вот скажем так, связь, да, с ними уже появилась. Поэтому, иногда разговариваю с руководством, говорят, вот мы нашли деньги, вот мы их отправим. Пока что больше на что-то как бы такого нет. Но мы разговаривали с руководством федерации, нам сказали, что вот сейчас в каждой области федерация строит мини-поля. Для чего? Для того, чтобы получать определенный доход, и чтобы не было проблем с тем, что, допустим, нужно выставить команду. И мы надеемся, что какое-то вот полученные средства, да, от аренды полей к тому же, они будут именно пускать на то, чтобы команды содержать, отправлять. И вот нам сказали, что, уверили, что и женский футбол, такие команды, они обязаны будут выставлять. Почему? Потому что, допустим, в сезон, да, когда мини-поля очень актуальны, в принципе, можно как-то определенно сумму накопить на то, чтобы команду выставлять в чемпионатах. Мы, надеюсь, сейчас посмотрим, как это все пойдет, и заработает ли вот этот механизм. И того, уже чтобы можно расставить приоритеты, да? какие-то, да, чтобы они могли... Почему? Потому что вы же понимаете, что такие футбол, и они финансируют свой, как бы, допустим, свой бюджет формируют тоже оттуда, отсюда, партнеры, спонсоры. Часть отсюда попросили, часть оттуда попросили. В принципе, везде так и происходит. Поэтому вот сейчас, может быть, с помощью еще этих каких-то мини-полей, дополнительных финансов, ну, немножко будут какие-то изменения. Очень надеемся. Да. Вот наши нападающие все-таки. Вот скажи, пожалуйста, Айджана, вот... такой самый сложный соперник в твоей карьере? Вот с какой командой было сложнее всего играть? Кем вы, вот, хотя они и являлись соперником, но вот реально вот восхищались, да? Потому что любой сильный соперник вызывает уважение. Это в любом виде спорта такое есть. И вот мне хотелось бы узнать, вот, какая команда, на твой взгляд, была очень сильная, которая заслуживала именно ваше уважение? Это Китай. Сборная Китая? Сборная Китая и Таиланд. Таиланда. Можно сказать, и Узбекистан. И Узбекистан. И чем же они отличаются? Вот мы понимаем, что футбол, конечно, везде один и тот же, но опять же есть свой стиль, специфика. Хотелось бы, вот, чтобы ты отметила специфику узбекского женского футбола, с китайского. Может, они техничнее, может, кто-то, скажем, тайская сборная может играть дальними забросами, да, как в английском футболе. Хотелось бы поподробнее узнать именно о женском футболе Азии. Китай и Таиланд, они играют почти одинаково, короткие передачки. Как Барселона, да? Как Барселона, а Узбекистан дальний. Английский футбол, да. классика. Я думаю, из них самый сильный это Китай. Китай. Они техничные, опытнее. Команда сыграна. Да. Хорошо сыграны, да? Хорошо сыграны. Отлично. А вот хотелось бы узнать, Айджана, вот какая атмосфера царит внутри команды, то есть именно в женском коллективе. Все-таки очень интересно, женская футбольная команда это что-то другое все-таки. Ой, вы знаете, вот я можно расскажу, когда в первый раз вот пришла на эту позицию, поехали на сборы в Бахрейн, это было что-то. Вот это можно покушать, это нельзя кушать. Так, после 10 я видела процесс собирания телефона вечером. То есть там есть определенный комендантский час. Ходит Гульбар Усмонова с коробкой. Я говорю, что вы делаете? Ну и другие помощники, ассистенты Гульбар Усмонова, телефоны собираем. Ну, телефон вроде собрали, а девочки не спят. Чего они не спят-то? По второму телефону, оказывается, было у девочек. Даже такое? Я помню, потом в Китае, когда мы были, мы искали, ходили вечером в Wi-Fi. Это было нечто такое, знаете, вот как бы от одной точки к другой точке. И вот девочки дружно всей командой выходят, если видят, где светло, ходят, ищут зону Wi-Fi. Хорошо. Вот это вот покушали. Процесс кушания того, что можно, того, что нельзя, это вот... Щепетильный момент. Это щепетильный момент, да, для Гульбар Усмонова это виднее, а девочки все-таки, это же молодые еще девочки. И вот идет постоянный жесткий контроль. А в любом случае, вот я заметила, что в команде в женской есть все равно свои вот маленькие группировки. Вот они там где-то вместе ходят, думаю, да, в женском коллективе везде, и вот да? В тоже. Да, Ну, везде да. есть. И вот Все первые по интересам. ассоциации, знаете, Да. они были, эмоции точнее. Это было так со стороны как-то вот и забавно, это было весело. Как таковых, я заметила, что обстановка, она такая, знаете, теплая. Доверительная. Она нормальная. Почему? Потому что они понимают, для чего они приехали. Они понимают, что они играют
под флагом Кыргызстана. И, в принципе, если они не сыграются, и вот этой обстановки не будет, то игры, наверное, тоже не получится. Но вот если взять, как вы говорите, за кулисами, вот оставить вот эти моменты, то сам процесс того, как встать, как мы легли, как мы покушали, телефоны собрали, то есть вот порядок, дисциплина, это вот, знаете, это вот что-то совсем другое. Мне кажется, вот в мужских командах такого нет, потому что я и с мужской командой как-то ездила в Азербайджан, там дисциплина очень жесткая. Да. И там порядок, то есть как все положено. Но опять же, это разница психологии все-таки. У девочек нет, это все равно все-таки вот мы вышли со столовой или вышли, допустим, потом после игры, превращаются все в девочек. То есть это обычные девочки. Пошли, накрасились, оделись, погуляли. То есть так, вот, то же самое, что у всех остальных девочек. В принципе, здесь есть объяснение этому, потому что все девочки как бы любители. Нету профессиональных клубов, никто у них, как бы ни одна девочка не получает зарплаты. Все мужчины, которые играют за национальную сборную, они все игроки. Они профессионально на этом зарабатывают. Они на этом зарабатывают. Это у них, это их работа, да. А девочки, так как они любители, как бы ни зарплаты, ни стипендий они не имеют, они как говорится, игра закончилась, как бы отбой, и они превращаются в девочек. Но идем к тому, что мы тоже будем когда-то профессионалами. Обязательно, обязательно, я в этом уверен. И вот хотелось, Байджана, вот скажи, пожалуйста, как мы знаем, женское соперничество – это очень опасная штука. Есть ли у вас внутри команды вот соперничество, когда вот друг с другом соревнуетесь, тем более во время сборов, когда вот каждый хочет сыграть в главной команде, каждый хочет в основном составе. И как в эти моменты вы с друг другом ладите? Бывают ли ссоры, скажем? Ссоры нет. Мы очень дружные. Бывает, когда мы хотим показать себя. Ну, в основном мы все показываем только себя. У нас, я не думаю, что мы играем так прям как сборная, чтобы показать командную игру. В основном только индивидуально. Свои индивидуальные качества. А вот, скажем, вот, были ли моменты, вот, когда вы выясняли отношения после матча, мол, почему ты в этом моменте не дала пас, почему ты не перебросила мяч на фланг? Были такие моменты? Бывает же все-таки эта команда? Да, бывает, но мы это делаем в основном в игре. В игре, то есть уже во время игры вы пинаете мяч и уже переговариваетесь. Отлично. И этим иногда отключаемся от игры. Отлично. Ну что ж, уважаемые телезрители, вот такой вот он, женский футбол Кыргызстана. Мы воочию убедились, что женский футбол Кыргызстана имеет очень яркое будущее, поэтому хотелось бы призвать вас, уважаемые телезрители, смотрите, поддерживайте наш женский футбол и, конечно же, гол на стадионы, как говорится. У нас были в гостях Хуматалиева Гульбара Усмоновна, главный тренер женской национальной сборной, вице-президент женской футбольной лиги и заслуженный тренер Кыргызской республики, а также Акайбалиева Мирим, администратор национальной сборной и менеджер женской футбольной лиги, а также Борунбекова Айджана, игрок нашей национальной сборной Ю-17. Ну что ж, уважаемые гости, желаем вам удачи, побольше голов, побольше побед и поменьше красных карточек, как говорится. В эфире была программа «Арена». В студии был я, Илья Тимирланов. До новых встреч. Пока-пока.